Всем привет, всем привет. Так, чатик открыть. Может, кто что напишет. Ну, тут как-то интересно, он скрывается. Вот это, и потом его становится не видно. Приходится опять на эту кнопку нажимать. Так, пока людей нету у нас никаких. Поэтому подождем немножко. Подождем. Так, что там? Тут музычку включить. Веселую. Или не веселую. Так, радио. Тут, наверное, такие не надо, да? У меня FM радио стоит, и я вот его кручу. Угу. Чтоб скучно не было. На кухне очень удобно радио, когда готовишь что-то, чтобы не отвлекаться на экран. Вот просто включаешь радио и слушаешь. Ага. Как бы FM радио, там сейчас много радиостанций, у нас тут целая куча этих радиостанций, штук 10, наверное, вот если прокрутить, вот радиостанции, вот сколько, вот даже на местном языке якутском есть радиостанция, вот, можно песни слушать и так далее. Ну, естественно, московские радиостанции, вот эти вот, как они называются, Маяк, Радио Россия, Радио Вера. Короче, очень много. Говорю, штук 10. Очень интересно, передачи такие бывают, что вот, что-то полезное такое говорят. А когда телевизор или видео смотришь, приходится постоянно значит, отвлекаться на эту самую, на видеоряд, и ты, получается, непонятно что, то ли готовишь, то ли отвлекаешься, а во время готовки отвлекаться нельзя, иначе можно пережарить, там, переварить, там, у тебя вытечет что-нибудь из кастрюли, там, не доложишь, не досолишь, еще что-нибудь. Короче, продукты только испортишь. А радио удобно тем, что включил и слушаешь, и попутно работаешь, короче, делаешь, готовишь продукты. Так, вот, короче, народик подобрался, потихоньку подходит, да, чатик неудобно, вот здесь чат, видны все сообщения. Угу. 3 минуты идет стримик. Сейчас у нас по времени, якутское время, 15 часов 28 минут. Правильно, да? Так, в центральной части России сейчас, значит, 9 часов 28 минут, я так понимаю. Ну, люди уже просыпаются. Мы так уже давно проснулись. Я вообще на ногах уже с самого утра, часов, наверное, с 8. Хотя, в общем-то, воскресенье можно было поспать, но надо дела делать всякие, куча накопилось, сделал, поэтому... Ну вот взял, зашел здесь в магазин, короче, о чем сегодня речь пойдет. Вот такие консервы. Сейчас все едут на дачи многие, да, там куда-нибудь в лес, там и так далее, да. То есть готовить сложно, да, людям становится. И что проще простого? Вот взять консервы. Консервы взять и их скушать с хлебом. Сегодня мы протестируем 2 банки консервов. Так, бычки обжаренные и паттасу в томатном соусе. Что такое паттасу? 240 грамм. Так, проверяем срок годности. Срок годности у него, так, 22.06.20 произведено, да? Так, и срок годности, где он здесь? Так, вот 20, так, дата изготовления, так, 24 месяца, вот крупными буквами, видно, да? 24 месяца, то есть 2 года, то есть он раз в 2000 году, в июне месяце, да, то ему только где-то год, еще год может. Паттасу. Так, где произведено? Смотрим.
Состав. Так, рыба обжаренная, кусочки. Раньше, кстати, вот бычки в томате, да, и килька, это был самый ходовой дешевый товар. Как бы, ну вот, консервы для закуски использую. Ну, селедка, она как бы в основном была не консервированная, да, вот такая, да, она тоже, ну, как соленая, да, селедка. А бычки, вот как и килька в томате, они были очень популярны, вкусные, стоили совсем даже не дешево, недорого, недорого. Естественно. Так, местонахождение. Читаем, где этих бычков наловили. Так, изготовлено из замороженного сырья. Изготовитель домашние консервы. Местонахождение Российская Федерация, область Владимирская. О боже. Там бычки водятся, что ли? Камешовский район, Владимирская область. Это где-то же недалеко от Москвы, насколько я знаю. Какая-то деревня. Ага. Короче, вот там вот это все сделано. Сайт даже указал. Bering.ru. Bering.ru. То есть можно проверить подлинность этих консервов бычков. Вот с Потасу, да, он. Ну что, так, и вторая банка у нас селедка будет. Ну, потом ее откроем. Так, берем. Катается. Катается. Очень актуальная тема вот это летом. То есть многие будут в лес выезжать, там, на дачу, там, куда-нибудь, не знаю. Туда же, допустим, на пляж какой-нибудь. Хочется есть. Вот вы достали банку такую, да, в магазин заехали, взяли, хлеба взяли. Ну и вот таких бычков. Так, давайте-ка мы ее протрем, да, что-то она пыльная какая-то. Давайте я протру ее. Надо банку протирать обязательно, чтобы грязь туда не попала. Понимаете, да? Это я на кухне сижу. Тут такая клееночка. Ну, у многих, наверное, на кухне клееночка на столе, да? Поэтому не удивляйтесь. Так, еще раз показываю эту волшебную советскую открывашку из нержавеющей металла ценой 50 копеек. Вот, пожалуйста, вам цена 50 копеек. Так, ей можно открывать и консервы вот такие вот в металлических банках, и в то же время можно открывать ну, пробки, бутылки. Таким образом. Удобная, очень прочная, ничего с ней не происходит уже сколько лет. Десятков лет. Так, вот так вот она открывается легко и просто. Немножко надо тренированные руки как бы иметь, да, но ничего страшного здесь. Не так часто мы едим эти консервы, как бы я вот что-то захотел здесь и взял. Короче, иногда хочется каких-нибудь консервников скушать почему-то. Не всегда же есть форель, там, не знаю, что, омуля, да, там, чера, там, не знаю, что такого. Типа, вот иногда хочется что-то такого. Опуститься, как говорится, с небес на землю. Ой, я уже чувствую запах. Какой запах. Шикарный какой запах. Слушайте. Так, все, я открыл. Оба. Ну, что, такая суспензия. Здесь, да, это бычки, я так понимаю, залиты. Значит, они томатным соусом с Потасу. Так, я еще состав не прочитал. Так, нам надо, знаете, что, нам надо тарелку. Так, вот такую возьмем тарелочку. Такую вот. И сейчас ложку еще надо. Ложку взять. Или вилку давайте. Вилку возьмем. Вилкой надо пробовать. Правильно говорю, да? Так, вот такая тарелка. Теперь делаем
Вываливаем сначала жидкость эту. Смотрим наполнение, структуру. Так. Запах приятный, в общем-то. Так, вот это что? Это уже часть бычка, да? Такого вижу. Часть бычка. Так. Вот он, такими кусочками, короче, бычок. Вот такими кусочками здесь. Вот даже он развалился, видно у него содержимое. Так, ну давайте так вот выкладываем все сюда. Опа. Так, я же вес еще не проверил, а, ё-моё. Ну ладно, наверное, вес я не думаю, что сильно будет отличаться. Вес нет-то, да? Ну давайте проверим все-таки, какой вес. Сейчас я схожу за, значит, не скучайте, за весами. Так, весы. Электронные весы, специальные кухонные. Ну, они как бы у меня не стоят на кухне постоянно. Потому что я постоянно как бы на глазок. Мне особых точностей это не надо, взвешивание, да? Ага. Так, вот весы. Видно, да? Так, что они? Это я включил, они что-то там, ну даже температуру показывают. 26 градусов сейчас. Температура берем, ставим 518 грамм, да? Угу. Так, блин, еще калькулятор забыл. Надо калькулятор, как мы будем. В уме, что ли? Граммами. Так, калькулятор. Я на телефон снимаю, то есть как мы будем. Так, мне надо теперь что сделать? Мне взять надо чистую тарелку, да? Ее сначала взвесить. Сколько она весит, да? А, вот 281, да, грамм. Так, по нулям. По нулям все, да? Так, теперь как мы делаем? Вот ее сейчас взвешиваем, да? Так, сброс старый нажимаем. Вот, обнулился, все правильно. Какой калькулятор-то? Зачем он нужен? Ё-моё. Так, все. И точно такой же тарелка вот у нас с продуктом. Мы ставим на весы и смотрим вес. Чистый вес 237 граммов. Так, давайте еще дольем. Тут вот эту вот жижу. Сколько там еще? Ух ты, смотри-ка. Еще даже вот это вот жижа. Ничего себе накапало, еще несколько грамм. Вот она какая, оказывается, тяжелая. 242 грамма. Так, а у нас на весах, на банке написано 240 граммов. Без вранья. Вот. 240 граммов. Видно, да? Немножко вытекло вот это вот. 240 граммов. А здесь 242. Но здесь немножко осталось, как бы, да? Внутри. Так, короче, без обмана. Все точно. Теперь давайте будем пробовать нашу вкусняшку. Ну, естественно же, без хлеба никуда. Консервы без хлеба есть я, допустим, не могу. Как то без хлеба. У нас для этого есть вот черный хлеб. Эксклюзивный черный хлеб. Дорогой. Ем только черный дорогой хлеб. Ну сколько дорогой? 42 рубля, по-моему, что ли. Там сколько? 700 граммов или сколько? Вот.
хлебушек такой вот черненький. Так, вилочку берем. Всем привет. Так, и вот что мы имеем. Давайте ее разломим, как она внутри вообще выглядит. Хорошая закуска, кстати. Раньше очень спросом пользовалась. Разваренные кости можно вместе с костями есть, потому что варится она под давлением. Соответственно, так вот выкладываем. Ну, давайте. Бесподобно. Бесподобный вкус. Чувствуется рыба. Такая вот бычки. Вкусная рыба, кстати. Вот сейчас я вам покажу этого бычка. Вот он такой бычок. Видно, да? И в то же время вот этот томатный соус, томат, ну, тоже очень хорошо чувствуется. В меру соленая. Можно есть и есть. Не буду себя жующего показывать, а то вы тоже захотите есть. Бесподобно. Короче, банка стоит 56 рублей. 56. Вот такая вот банка. 240 граммов. Где-то во Владимирской области делают. Не знаю, почему, что там, бычки водятся, что ли, что он, фокус вор. Ну, короче, там сделано где-то. Я вообще не знаю, где водятся эти бычки. Килька, я знаю, водится в море, да? Есть в Балтийском море килька и в Черном море. Но в Балтийском море она более такая жирная. И крупнее, чем Черноморское. Потому что Балтийское море, оно у нас холодное, понимаете, да? Поэтому, чтобы там рыбе жить, ей надо иметь запас жира. Понимаете, да? Вот тюлени, они там, или моржи, они почему жирные? Не от того, что они там жрут там или что там непомерно, а потому что просто холодная вода. Им, чтобы жить, нужно чем-то греться. Если человек надевает шубу, соответственно, то тюлень не может надеть на себя никакую одежду. Соответственно, у него должны быть запасы внутренние жира. Да, и вот даже на севере чувствуется, если ты худой какой-то, да, то у тебя тепло довольно быстро выходит с тела. А если есть запасы жировые какие-то, ну, жирок, как говорится, да, там в животике или еще где, то замерзаешь медленнее. Короче, это все греет, жир греет. Вот такие вот бычки были шикарные. 5 баллов, короче, берите, не задумываясь. За 56 рублей банка такая вот шикардос с потасу. Так что же такое все-таки потасу, а? Так, потасу семейство 300. А, это тоже рыба какая-то. Вот тут написано. Видно вам, не будет, не видно. Давай фокус наводить. Как тебе навести фокус? Близко, что ли, слишком? Ну, короче, буду читать. Состав: рыба, обжаренные кусочки, бычок семейства бычковых, отряд окунеобразных, и потасу семейства тресковых. Масло, мука хлебопекарная, масло подсолнечное, соль пищевая, томатный соус, вода, томатная паста, соль пищевая, сахар, лук, порошок, специи, регулятор кислотности, уксусная кислота. Короче, пищевая ценность у него 135 килокалорий,
или 560 килоджоулей. Так, короче, нормально. Прошла тестирование. Можно будет брать. Так, теперь следующее. Берем. Так, берем, включаем. Весы наши. Так. Ставим. Нам надо 281 грамм. Так, на 0 обнулили. Теперь будем тестировать сельдь тихоокеанскую, натуральную. Открываю я. Так, это отодвинем. Немножко отодвинем. Стрим произвожу на кухне, поэтому... вот она уже... Поэтому клееночка такая лежит на столе. У всех, наверное, на кухне клееночка, потому что клееночку ее легче, как говорится, поменять, да, чем там столешницу новую, изрезанную, новую, там стол тоже дорого, да, как бы, поэтому проще клеенку постелил, потом она испортилась уже через какое-то время, да, потому что ножики там режем всякое. Открываем сельдь. Все, наверное, сельдь кушали, любят там иногда покушать, да. Ну, есть не любители рыбы, а селедки тоже некоторые люди не любят. Но, насколько я знаю, многие ее любят. Я тоже люблю селедку. Ну, едим в основном селедку, естественно, соленую, да. А вот это в виде консервов у нас. Сейчас посмотрим, что за консервы такие. Можно ли их с собой брать куда-нибудь в лес, на дачу, на природу, чтобы перекусить. Тушенка-то у нас стала дорогая. Вот ходил в магазин, что-то сколько она стала уже. Что-то банка 130 рублей, да, то есть как бы уже все бьет так по карману конкретно. Так, открываем. Опс. Так, давайте. Мы видим здесь какая-то жижа. Ну, это соус, сок, да? Так, выключился он. Потом будем читать. Так, 0, да? 281 ставим. Так, и начинаем. Нам надо взвесить. Ух, сколько. Смотрите, сколько жидкости. Это только жидкость. 68 граммов, да? Я выливаю жидкость. Ух ты, сколько я. Так, мне надо подержать чем-то. 70. Так, вот так вот. Это жидкости получается, смотрите, сколько, около 80 грамм. Так, и что мы здесь видим? Вот такая вот. Ух ты, даже икра есть. Смотрите, а. С икрой селедка-то. Вообще шикарно. Такие ровненькие кусочки. Премиум селедка, смотрите. Так, и теперь ее давайте. Апс! Куда она там прыгает? Главное, чтобы у нас... Так, и вес какой? Так, все, здесь банка пустая. 238 грамм. Вес. Чистый вес. О, а здесь сколько? 250 грамм. Масса нетто, да? То есть это без веса банки. Так. Получается. Так, а что внутри? Может, что осталось? Нет, ну тут пусто. Давайте все вытряхнем. Я же ни капли мимо не пролил. Никуда. Ну вот, недовес получается. Смотрите, недовес у нас с селедкой произошел в целых 12 граммов. Ну, 10 граммов, короче. Не знаю, может тут на стенках вот еще тут пару грамм есть. Короче, недовес. 10 граммов селедочкой у нас немножко... Немножко нас... Ну, ладно.
Надеюсь, что она будет вкусная. Так, теперь давайте банку изучим. Сельдь тихоокеанская, натуральная, с добавлением масла. То есть вот это уже не морская, да, не морская рыба, а океанская. Отодвину подальше. С добавлением масла. Так, дата изготовления указана на крышке в первом ряду. После вскрытия хранить в холодильнике не более 24 часов при температуре от 0 до 6 градусов. Так, а где это? А вот у нас. Так, 28-го, 2-го, 20-го, да? Произведено. И где у нас здесь я могу прочитать срок хранения? Так, срок годности 36 месяцев. То есть это 3 года. А у нас она выпущена, получается, в феврале 2020 года. 28, да? Числа 20. Вот. Так, где произведено это? И состав читаем. Изготовитель ОАО «Морепродукт», Приморский край, город Находка, село Анна, улица Набережная, дом 7. Адрес производства Приморский край, город Находка, село Анна, Набережная 7. То есть изготовитель с адресом производства совпадает. Читаем. Состав. Сельдь тихоокеанская. Так, пытаюсь что-нибудь. Никто ничего не пишет почему-то. Так. Наименование. Натуральные рыбные консервы с добавлением масла. Сельдь тихоокеанская натуральная с добавлением масла. Кусочки стерилизованные. Сельдь тихоокеанская кусочки. Соль поваренная. Пищевое масло растительное. Изготовленное из свежемороженого сырья. Так, у нее получается пищевая ценность на 100 грамм 261 килокалория. 261 килокалория. Или это 1092 килоджоуля. Так, а у этих бычков какая пищевая ценность? Так, у этих бычков энергетическая ценность на 100 грамм 133 килокалории. У этих 260. Вот видите, да? Короче, вот эта океанская рыба, она получается калорийная. Более калорийная, и получается от нее насыщение будет больше, чем от бычков вот этих морских, да? Морские или какие они? Где они вообще? Не знаю даже. Так. Давайте пробовать. Так, опять берем кусочек хлеба. Вот у меня еще один кусочек хлеба подготовлен. Так, и давайте мы какую-нибудь... Так, вот его. Оп. Видим, косточка здесь. Но косточку эту можно кушать. Соответственно, потому что мягкая, переваренная. Давайте дегустировать сельдь тихоокеанскую. Так, за ваше здоровье. Бесподобно. Что бычки, что сельдь, все бесподобно. Очень вкусно. Так вот иногда в охоточку скушать селедку или бычков. Это очень милое дело. Не знаю, как кому. Какая она вкусная, а? Сейчас я запью. Прошла туда. Как говорится, чтобы пища упала внутрь. 5 лайков. Спасибо. Так. Сегодня у нас воскресенье. Хороший такой светлый день. Солнечный на улице. Ну, еще пока прохладно. Давайте-ка я посмотрю, сколько градусов. А вы пока полюбуйтесь на рыбку. Так, на градуснике в тени сейчас 14 градусов.
14 градусов. Ну, нормально. Курточка. И можно гулять. Даже хорошо, свежо. Не пекет. Поэтому самое время то. Так, давайте еще попробуем вот эту икру. Смотрите, сколько икры-то, а. Если была бы это красная икра или черная, не дай бог, да? Смотрите. Это сколько бы кусок такой стоил, а? Может, давайте взвесим его? Сколько здесь икры? Вес какой его? Так, давайте надо какую-то тарелочку, да? Мы же не будем просто так кидать на это. Так, вот я тарелку тут сейчас возьму. Возьму тарелку. Включим. Так, ставим тарелку. Обнуляем. Так, и ложим нашу икру сюда. Такой кусок икры. Сколько это грамм? Целых 10 грамм икры. Нормально, да? А икра почем килограмм-то? Несколько тысяч, по-моему, да? Вот там 1004 или 5 или 6 там, или 10 даже, ну, не знаю. Ну, короче, прилично получается. Прилично. Так что давайте еще с вами икорку попробуем. Как она на вкус. Вот ее можно даже так вот. Ну, она, конечно, мелкая, не такая, как красная икра, лососевых, да, допустим, да, такая вот она мелковатая. И поэтому, ну, она тоже вкусная. Давайте попробуем. Нормально. Нормальная, вкусная икра. Ну, она, конечно, мелковатая, но она вкусная. Давайте еще поедим ее. 10 грамм икры вот нам попалось в качестве бонуса, да? Ну все. Селедка, икра. Ну все шикарно. Вообще, селедка у нас продается сейчас, допустим, как бы у нас уже зима кончилась, поэтому то, что хранилось раньше на улице, уже невозможно хранить, поэтому рыба немножко подешевела. И вот свежемороженая, потому что хранить негде, соответственно, она подешевела. И сейчас вот, ну, уже, наверное, уже кончились продажи. Так, короче, я ее видел в магазинах за что-то 80 рублей килограмм сельди. Свежемороженая. Шикарно. Ну, вот такая у нас была, короче, распаковочка сегодня. Сейчас посмотрим, что мы имеем. Мы имеем бычки в томате. Шикарные тоже. Такие вот они, бычки у нас. Вот такие бычки. Еще раз. Ой, вообще бесподобно. Ну, я, конечно, килограмм не съешь. Ну, немножко можно позволить такой себе роскоши. Ой, это что такое? Подождите, в селедке икра была, а вот это вот, как она, белая такая штука-то. Еще. Ой, в рыбе, в селедке, в другой, кроме икра и... Забыл название, короче, вот эта штука. Давайте-ка ее заценим. Какая мягкая, слушайте, молочная. Ну, вообще бесподобная. То есть здесь у нас попалась рыба самка и самец. Одна с икрой, а вторая вот рыбина с такой белой субстанцией. Она тоже она вкусная. А? Что икра, что рыба.
Такие кусочки ровненькие, да, смотрите. Такие вот ровные, ничего не развалено. Единственное, что вес 10 граммов почему-то не хватает. Ну, в общем, ерунда. Все, в общем-то, соответствует, да. Поэтому тоже селедку на пятерочку, даже на шестерочку, потому что икра попалась. Молока, правильно, детский мир игры мультсказок. Ага, спасибо большое. Молока, да, то есть вот у самки это икра, а у самца молока. Ага. Она довольно там много места занимает, если кто раскрывал рыбину, когда потрошил ее. Ну, кто-то не любит, а кто-то любит. Я, допустим, все ем, все подряд. Вот таким вот образом. Так, ну что, чем еще с вами сегодня поделиться? Короче, шикарная. Вот если куда-то едете на природу, берите вот такую консервы, черный хлеб вот обязательно берите. Вот так, с таким черным хлебом самое то. Не белый, а черный хлеб надо. С такими. И вот покупаете бычки в томате. Так, еще раз. Производитель bering.ru. У них даже сайт есть. И Тихоокеанская сеть. Производство города Находки. Вот такая рыбеха у нас была. Ну, можно смело брать, даже не думая. Ага. И в дороге, когда вы где-то на природе, вы все это съедите только так. Даже и не задумаетесь. А сегодня еще попробовал вот такую джили базили. Зеленую дыню. Там такие мелкие, такие вот изображены, плавали штучки. Типа как семена какие-то, да, в таких тоже прикольные. Вот хотел с вами поделиться. Первый раз попробовал. Ну, тут витамин С вроде бы, как пишут, содержится. У них полезное, питательное. И вкусно тоже так. Ну, единственное, что объем, конечно, небольшой. Такая тара, сколько тут, стакан всего один, да? Получается 300 миллилитров. Ну так вот, если в жару, можно смело тоже брать вот эту вот джили, базили с различными вкусами она выпускается, и можно ее с удовольствием тоже пить. Так, ну что, товарищи, господа, еще кто-то есть, да? Еще, может быть, с вами какую-нибудь что-нибудь затестировать, раз люди есть. У меня тут еще лежат консервы. Сайра лежит, смотрите. И сардины лежат. А потом я съем это, нет? Съем, наверное, да? Сайра еще лежит. Причем сайра двух сортов. Двух разных вариантов. Не, наверное, знаете что? Давайте на следующий стрим, кто любит вот эти. Сейчас просто вам покажу, какие у меня еще есть консервы. Консервы есть. Сейчас я просто вот эти, мне сегодня хватит их съесть, я больше не съем, а выкидывать продукты, как говорится, грех, да? Так, вот такая сайра есть, да? Тихоокеанская с добавлением масла. Угу, тоже дальневосточные консервы, 230 грамм. Так, и вот такая вот сайра есть еще. Тоже тихоокеанская, клево, производитель с добавлением масла, 250 грамм. Вот они, разные банки, вот такие вот, да, все это НЗ как бы, да, лежит, вот оно должно лежать так. Таких вот даже две банки сайры. Дальше у меня есть из запасов. Это запасы, вот эти вот, имеется в виду рыбные запасы, консервы. Всегда должны быть они. Всегда.
хочется, иногда хочется, но лень бывает в магазин идти, поэтому так, сайра кончилась. Вот сардина есть еще атлантическая, тоже натуральная, с добавлением масла, тоже вкусная довольно. Главпродукт производитель, у нее такая особенность, такая открывашка удобная. Затем что у нас есть? Горбуша натуральная. Но это мы все в следующих уже, когда стримах там, распаковках попробуем. Так, натуральные рыбные консервы, горбуша. Ух ты, ионизирующее излучение не использовалось. Это как так, ионизирующее? Даже вот написано на банке, то есть, видать, при приготовлении заготовки, да, этой рыбы ионизация используется, а здесь вот не используется. Так, короче, горбуша натуральная. Так, это что такое? Ну, шпроты в масле. На них еще тоже я уже пару раз много открывал этих шпротов. Если кто смотрел канал, должны видеть. Были распаковки шпротов. Так, еще подождите. В шкафе тут смотрю. Так, и все, да, получается. Вот. Дальше есть печень и икра минтая натуральные, ассорти деликатесные. Вот такая есть баночка, тоже вкусняшка. Тоже вкусняшка. Потом вот шпроты получается, да? Еще банка. Вот таких вот балтийские. Из балтийской кильки шпроты есть. Удобной открывашкой. Получается две банки шпротов. Печень. Ну, сейчас я не буду, естественно, это все открывать, потому что, ну, сами понимаете, я не съем, в холодильнике испортится, стоять будет. Поэтому это все оставим на следующие разы. А сейчас, в общем-то, ну что, давайте с вами прощаться. Было приятно с вами время провести. Вот сколько мы, 42 минуты, да, провели? Почти час. Приятно. Ну, наверное, вы сейчас пойдете куда-нибудь гулять. Сегодня воскресенье. Хороший у нас день. Солнечно, тепло. 14 градусов на улице. Ну что, всем пока. До новых встреч. Надеюсь, информация была полезна для кого-то.